Привет! Сегодня у нас непростой, но важный разбор. Погрузимся в 1930-е годы. Киргизская АССР. Голод, коллективизация, ну и, конечно, огромный поток казахских беженцев. Здравствуйте. Да, тема тяжелая. Опираемся мы на статью Элери Бетикчи. Она основана на документах, и, что особенно ценно, на дневниках Жесупа Абдарахманова. Он тогда республикой руководил. Ну, попробуем разобраться, что же там происходило. Да, это был период таких, знаете, тектонических сдвигов. За сухими цифрами планов, за лозунгами, там ведь судьбы человеческие. Тысячи судеб. Вот об этом важно помнить. Ну да. А началось все, по сути, с известной статьи Сталина. Конец 1929-го, год Великого Перелома. Запустили эту сплочную коллективизацию. Да. Обещали страну самой хлебной сделать. Красиво звучало, но вот что на деле. А на деле, пошло форсированное изъятие ресурсов из деревни. Коллективизация — это же не просто объединение в колхозы, это шло вместе с раскулачиванием. То есть, отбирали имущество у так называемых кулаков. Хотя под раздачу попадали и середняки, и вообще все, кто хоть как-то не вписывался. Именно. Плюс жесткие хлебозаготовки, по сути, это была такая обязаловка сдавать зерно государству, причем по очень низким ценам. Зачастую планы были просто неподъемные для хозяйств. А зачем? Индустриализация. Да, индустриализация требовала огромных средств. Валюты. И вот парадокс. В стране зреет продовольственный кризис. Голод уже стучится в дверь, а зерно идет на экспорт. Много вывозили. Вот смотрите, в 30-м, 31-м, 32-м, 33-м годах это миллионы тонн ежегодно. Пик в 31-м больше 5 миллионов тонн вывезли. И это при том, что мировые цены на зерно тогда упали, то есть большой экономической выгоды это даже не принесло. И вот на этом фоне, значит, в Киргизию хлынули беженцы из Казахстана. Абдрахманов пишет: февраль 32-го. Это жутко читать. Целый второй город из юрт под Фрунзе. Люди спасались от Ашаршылыка, от этого страшного голода. Да, а Шаршылык — это национальная трагедия для казахов. И вот он задается вопросом, Абдрахманов, только ли его Голощекина, главы Казахстана, вина? Такой горький вопрос. Вопрос понятный, и ответ, конечно, сложнее. Бежали ведь не только от голода как такового. Голод был следствием политики, а еще были прямые репрессии. Вот эти тройки ОГПУ. Да, тройки ОГПУ в Казахстане работали, так сказать, в полную силу. Это ж внесудебные органы. Они выносили приговоры, тысячи людей были осуждены, многие расстреляны. Так что люди бежали и от голода, и от репрессий. И надо сказать, что голод ведь затронул не только Казахстан. В самой Киргизии ситуация тоже была очень тяжелой. А как власти это объясняли? Вот эти репрессии, жесткость. Была же вот эта сталинская теория об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Мол, чем ближе успех, тем сильнее сопротивляются враги, кулаки, баи, и так далее. Удобная теория. Очень. Но реальность была другая. В Киргизии вспыхивали восстания, на Иссык-Куле, в Нарыне, в Таласе. Люди просто не выдерживали. И вот тут интересно, как сам Абдрахманов реагировал. Он же в дневнике сомневается, пишет: «Странная теория. Если население устраивает восстание, это значит линия правильная». То есть он видел абсурдность? Да, видел. Но тут же себя, видимо, одергивал, повторял официальную мантру. Ни один класс не сойдет со сцены без боя. Это показывает вот эту внутреннюю борьбу, давление системы. А на местах что творилось? Раскулачивание, например. По инструкции должны были раскулачить 3-5% хозяйств. Но на местах часто перевыполняли план, старались выслужиться. Доходило до страшного. Вот пример: июль 31-го. Станция Андиджан. 127 человек из Алайского района, объявленных кулаками, просто расстреляли. Ужас. И из-за вот этих непосильных заготовок, из-за репрессий, и кыргызы стали уходить. В Китай в основном. Это явление назвали Кичи-Качкын, малый исход. И вот Абдрахманов, Шахрай, Исакеев, руководство Киргизии, они оказались, просто в тисках. С одной стороны, Москва с планами, с другой, вот эта катастрофа на их земле. Именно. Абдрахманов же прямо пишет с тревогой: так не показывает ли участь казахов и будущность Киргиза?
Он боялся повторения казахской трагедии. Да, есть свидетельство, что он говорил своим коллегам, вот Шахраю и Сакееву, лучше пускай нас снимут за невыполнение плана, чем за то, что мы довели республику до положения Казахстана. Понимаете, какой выбор стоял? Да уж. Они пытались как-то смягчить удар, ну, там, разрешали торговлю хлебом, хотя это шло вразрез с директивами, вводили какие-то льготы для кочевников, чтобы не добить скотоводство окончательно, но Москва давила план любой ценой. А что с беженцами? Им пытались как-то помочь? Пытались. Создавали пункты питания, детские дома. Для сирот их было очень много, но этого было катастрофически мало, и помощь часто разворовывалась, не доходила. Есть доклады Раскулова, например, о хищениях, жалобы из Токмака на безобразие с распределением помощи. То есть система и тут давала сбой. А люди? Что с людьми происходило? Люди были доведены до отчаяния, голод толкал на преступления. В источниках упоминаются грабежи на базарах, люди просто отнимали еду. И даже страшные вещи, случаи убийства детей родителями, чтобы не видеть их мучения от голода. Это слов нет. Смертность была колоссальная. Вот данные Кирцика на тот период. Во Фрунзе ежедневно умирало 15-20 беженцев. Это только во Фрунзе и только беженцев. А потом пошли данные и по местному населению. СПО ОГПУ докладывало в 1933-м о голодных смертях уже по районам Киргизии. Есть какие-то оценки общих потерь? Точных цифр нет. Архивы все еще, так скажем, не полностью открыты и изучены. Но по некоторым оценкам только на севере Кыргызстана тогда погибло около 40 тысяч человек. Это и местные жители, и беженцы. И при этом парадокс. Перепись 1939 года показала рост числа казахов в Киргизии по сравнению с 26-м. Да, несмотря на всю эту трагедию, смертность, многие из тех, кто бежал в Киргизию и выжил, так здесь и остались, осели, интегрировались. Получается, вся эта трагедия 30-х – это, прямое следствие жесткой, бесчеловечной политики центра. Политики, которая сломала привычный уклад, вызвала голод, сопротивление, вот эти массовые перемещения. Именно так. А местные руководители, вроде Абдрахманова, они оказались зажаты между вот этими директивами сверху и гуманитарной катастрофой снизу. Метались, пытались что-то сделать, но система была сильнее. Да, система перемалывала всех. И эта история, она очень тяжелое напоминание о цене утопических проектов, построенных на насилии, о важности честного взгляда в прошлое, без лакировки. Нужно не искать только героев или только злодеев. Совершенно верно. Нужно изучать документы, открывать архивы и, главное, признать трагедию простых людей. Тех самых, чьи судьбы были просто перемолоты жерновами истории. И вот вопрос, который остается, наверное, после всего этого. Насколько мы сегодня готовы осмыслить те уроки? По-настоящему. Без упрощений, без замалчивания. Да, это главный вопрос. И ответ на него искать придется каждому.